Добрый вечер. С вами «Свидание с джазом». Прежде чем рассказать об очередных достижениях башкирских музыкантов, хочется порадоваться за соседей, казахов, за их успехи в области развития джазовой музыки. Первый раз удивиться казахскому феномену, джазовому феномену, пришлось благодаря Игорю Бутману, который восторгался протекционистской политикой своего друга, мэра то ли Астаны, то ли Алма-Аты, в области развития джазовой музыки. Через годы казахи вновь напомнили о себе, пригласив студентов Академии искусств на международный джазовый фестиваль. Так мы узнали об Актобе, точнее о международном фестивале джазовой музыки в стенах Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой, куда съезжаются лучшие музыканты-исполнители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, а также стран дальнего и ближнего зарубежья. К примеру, Актобе джаз этого года украсили своим выступлением квартет Пола Бедри из Соединенных Штатов, а также величайший музыкант современности, композитор Майк Дель Ферро из Нидерландов. Первым из башкир дорожку на Актобе проторил Палладиум. Коллектив под управлением Валерия Скобелкина, доцента УГАИ, оставил неизгладимый след в сердцах казахских меломанов и членов жюри Актобе Джаз-2009, был признан лучшим джазовым ансамблем фестиваля. В 2010 году любимец казахской публики уфимский Палладиум повторил свой успех уже в Алма-Аты на фестивале, посвященном памяти выдающегося музыканта, барабанщика Тахира Ибрагимова. Почетный гость фестиваля, величайший теоретик джазовый Владимир Борисович Фейертак, высоко оценивший выступление уфимских музыкантов, был приятно удивлен, ибо давно веровал, что башкирский джаз – понятие далекого прошлого. Порадовавшись своему заблуждению, видный деятель джазовой музыки пожелал и в дальнейшем видеть на лучших джазовых подмостках представителей башкирской джазовой школы. Молодежь очень активно работает, очень активно играет. А что касается вот этой вот конкурсной деятельности, то, конечно, вы правы. И вот ансамбль «Палладиум» — это, я бы сказал так, что по количеству завоеванных грамот, дипломов, знаков отличия, это, конечно, ансамбль номер один у нас в республике. И я бы даже сказал, не только в республике, потому что ребята с огромным успехом играли и выступали как в России, то есть это Уфа, Казань, значит, другие города республики, естественно, а также вот дважды они были в Казахстане, в том числе не так давно, и в Алма-Ате, и в Актобе, то есть это северный Казахстан, и везде, где бы они ни были, то есть везде они завоевывали премии не ниже первой. То есть это совершенно уникальный коллектив. А я бы хотел остановиться на том, что поездки, участие на конкурсах, борьба, да, конкурсная вот эта вот соревновательность – это непременная часть джазового образования. Без этого никак. Весь мир живет именно так. И огромную пользу приносят вот эти все поездки, которые осуществляются, конечно, с большим трудом. Костяк ансамбля, в принципе, составляют 3 музыканта. Это барабанщик Алексей Михайлов, это бас-гитарист Максим Баранов и гитарист Игорь Пешкин. Вот, в принципе, это костяк, на основе которого приходят, уходят, добавляются музыканты-духовики и клавишные инструменты. Еще хочется выделить саксофониста Марселя Гадаева. В Алма-Ате он был отмечен как саксофонист. Сначала первые 4, когда они в училище учились, мы были участниками путешествия в Джазленд каждый год.
Потом 2 года назад мы ездили в Актюбинск, заняли там первое место. Потом и этой же осенью, 2 года назад, мы ездили в Казань, тоже заняли первое место. Там председателем был Игорь Бриль. И весной ездили, того же года ездили в Алмату. Играли джаз-роковые стандарты. Это поздний Майлз Дэвис и Кенни Гарретт. Это уже современный джаз-рок. Джаз-рок, фанк, фьюжн. Вот. Чем мы, в принципе, мы отличались в Алмате, в Казани, в Актюбинске. Потому что все играли стандартный джаз, мейнстрим. А у нас получалось фанковое направление. И этим мы выделялись. Их, в принципе, 7 человек. Алексей Михайлов, Максим Баранов и Игорь Пешкин. Ритм-группа. Сейчас появился в группе хороший клавишник Эрик Муфазалов. И духовая группа составляет 3 человека. Это Эльмир Калимулин, тромбонист, Марсель Бадаев, саксофон, и Артур Сирозидинов, трубач. То есть 3 духовика и 4 человека ритм-группу. Сами музыканты, сами по себе уже стремятся к более современному звучанию, поэтому направление мейнстрим как таковое их уже больно не интересует, потому что в мире меняется все, с каждым годом появляются новые направления, и люди стремятся к новым течениям. В этом году успех башкирского джаза на земле Казахстана было решено закрепить свежей кровью. Так, руководителем эстрадно-джазового отделения и звукорежиссуры Азаматом Хасаншиным было принято решение отправить студентов 2-го курса, коллектив Happy People. Тем более казахи очень хотели услышать уфимцев и постоянно об этом напоминали. Счастливчиками оказались группа Happy People под руководством видного уфимского музыканта Артура Гимаева. А один из музыкантов был признан даже лучшим пианистом фестиваля «Актобе Джаз 2011». На сцене участники из города Уфы, Российская Федерация, группа Happy People, Государственная академия искусств имени Закира Исмагилова.
во-первых, потому что как бы по проторенной дороге, и уже не первый раз наши музыканты ездят туда, уже надо либо что-то новое привезти, либо что-то чересчур такое подготовленное. И, в общем-то, мы репетировали, старались, подготовились. И как-то, конечно, и боязно было, но все равно мы, в общем-то, сделали. Репертуар мы как раз разноплановые подошли. У нас были композиции самих ребят, то, что они сами придумали. Взяли композиции еще из такой джазовой классики 50-х, 60-х годов и джаз-роковой классики, одну композицию. Это вот как бы композиции, планки, на что, в общем-то, весь мир и равняется. Планки мастерства, планки понятия материала, в надежде на то, что наша программа достойно смотрелась, чтобы нас могли оценить с разных точек, и как мы, как сами композиторы, и как еще относимся ко всему миру. Насчет этнофолка, этнографии, либо фолк играть в чистом виде, как вот, например, просто кура и кубысы, и какие-то вот отдельные мелодии, либо все это как-то вот смешивать, но чтобы смешивать, должен быть как-то очень хороший замес получится, чтобы, если это борщ, то вот он настоящий борщ. Как бы. Мы на этнофолковую программу не решились, но раз мы живем в Башкирии, питали башкирские корни, и я думаю, в наших импровизациях это все, наверное, скорее всего, проскочило и озвучилось. И со стороны посмотрели, да, все-таки это, наверное, со стороны видится, то, что это все-таки башкирский джаз, даже без элементов национальных инструментов. Но я думаю, в следующем мы даже и уже готовимся, уже какие-то приемы, какие-то инструменты мы уже практически будем вводить. В первую очередь это было очень неожиданным, на самом деле очень приятным, потому что такого со мной никогда не происходило, скажем так. И было очень приятно, на самом деле, очень неожиданно, очень интересно. И когда произнесли мое имя, этот момент был перекрыт чувствами, переполнен, поэтому, может, скажем, я не совсем помню, как это было конкретно, но вот воспоминание о том, что случилось, скажем так, очень сильно засело у меня. У нас в Уфе проводились много различных фестивалей, конкурсов, в которых мы участвовали, были рады участвовать. Мы выиграли конкурс Киреева Олега и благодаря этому поехали в Москву к ним играть в джаз-клуб. Было очень замечательно. Нам все очень понравилось, мы были рады выиграть. Мы выиграли гран-при и за счет этого поехали в Москву, чему были очень рады. Также это было неожиданно абсолютно. Мы, скажем, не из тех, кто мнит о себе. Стараемся двигаться к этому. Happy People – счастливые люди вместе уже 3 года. Играют мировую классику и собственные сочинения, что им продемонстрировали публике и жюри Актобе Джаз 2011. Касательно судейской коллегии фестиваля в Актобе, это Бахадир Муртазаев, руководитель и дирижер биг-бенда из Ташкента, заслуженный деятель искусств Казахстана, заведующий кафедрой искусств и джаза, представительна Майра Даулетбак, город Астана, композитор Яков Хан, город Астана,
художественный руководитель биг-бенда города Актобе Владимир Фоменко и уже не первый год председателем жюри джазового форума «Актобе Джаз» является профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист Российской Федерации Александр Викторович Осейчук. И это уже традиция. Атмосфера понравилась тем, что, во-первых, это новое место, где мы были, то есть новый город, все новое. То есть именно это ценно было. Также прием, очень открытые люди, они подходили, говорили спасибо вам. Очень понравилась сцена, вот этот пол был, он подсвечивался, такая атмосфера 80-х годов. В целом все было здорово. Что поразило у них вот слияние такой, как сказать, общемировой музыки, такой, как джаз, как джаз-рок, там, и классика. У них как-то более умеет сочетаться с национальными элементами. Из Астаны приехал оркестр, и это не традиционный джазовый оркестр, где 5 саксофонов, 4 трубы, 4 тромбона. Там у них еще и народные инструменты были, народные дутары. Но вот у них слияние этнофолка с общей нашей мировой культурой. Очень интересные сочетания, как они умеют вот сводить такие несочетаемые вещи. Во-первых, национальные инструменты, они не темперированные, они под современный инструмент не могут подойти, потому что не стройны, но в то же время как-то все это получается. Безусловно, и Астана, и Ташкент, и Киргизия, и у каждого по-своему. Но для меня это какой-то вот общий элемент ориенталистики. Понятно, что самые лучшие музыканты, которые могут на инструменте прокормить себя, они уже давно уехали в более другие страны, где могут обеспечить себя довольно хорошо. В отношении этих музыкантов, то, что они сами практически без преподавателей и по каким-то примерам воссоздали вот такой коллектив и стараются что-то делать. И даже есть некоторые ребята, которые, как вот посмотрев на нас, они решили поступить в нашу академию на следующий год. Сама Астана тоже такой город, который претендует на многое. Фестивальная программа была на выбор, потому ребята постарались предстать во всей красе. Итогом стало 2-е место, серебряная статуэтка в номинации «Инструментальные ансамбли», а клавишник Эрик Муфазалов был признан лучшим пианистом фестиваля. Наставник ребят, преподаватель Академии искусств, солист эстрадно-джазового оркестра Башгосфилармонии Артур Гимаев до сих пор восхищается. Там был прекрасный рояль, как, впрочем, и вся организация фестиваля. Устроители обеспечили всем необходимым инструментарием. А как встречали? Масса ярких впечатлений, в том числе от выступлений соперников, которые, надо сказать, были весьма достойны. Среди участников международного фестиваля «Актобе Джаз-2011» квартет из Академии музыки имени Гнесиных, вокальный квинтет «Джаз Саунд», квартет саксофонов Государственной консерватории Республики Узбекистан «Стардаст», город Ташкент, квартет Пола Бедри из Нью-Йорка, группа «Эль-Шахнур» из Бишкека, фольк-джаз-ансамбль «Сазген Сазы» под управлением Багдада Телегенова, Алматы, концертный биг-бенд «Астана» под управлением Александра Аблаева, инструментальная группа «Джанго» Казахского национального университета искусств.
самом деле Биг Бенд из Астаны, он был очень хорош тем, что вот они больше, у них упор на народное творчество, и как бы все это было на высочайшем уровне просто. А насчет сравнивания, ну не знаю, все музыканты разные, у всех какие-то свои предпочтения есть. Кому-то нравится определенное направление джаза. Больше было интересно послушать вообще, как они в этом себя чувствуют, скажем так. Было очень интересно пообщаться с разными музыкантами, разные направления, разные люди. Ребята из Москвы, очень хорошие ребята и при общении хорошие. Пианист, вот Майкл Дельфера был, с ним тоже общались, очень такой открытый человек, своеобразный. Ну а репертуаре мы стараемся как-то расширять всегда, открывать для нас что-то новое, то есть мы не зацикливаемся, допустим, на традиции и идем куда-то дальше в сторону. Вот. Кто-то увлекается джаз-рок, кто-то хип-хопом увлекается. Стараемся как-то смешать и слушать то, что получается. Безусловно, мне понравилась группа из Астаны, ансамбль гитаристов. Они очень хорошо показали такой состав необычный. Там присутствует и классическая гитара, и всякие, разные гитары в разных стилях. И они показали свое мастерство, школа, безусловно, хорошая. Они играют на высоком очень уровне. Особенно там был гитарист из Кореи, поразил своим мастерством, своей техникой. Он очень быстрый гитарист, и звук очень хороший. И еще очень понравилась казахская думра. Она просто звучит божественно, небесно, такой звук мягкий, нежный. Я не мог понять, как, и до сих пор не могу понять, как она отличается, почему так отличается. А оказывается, там просто на самом деле дерево другое, очень мягкое дерево и легкое, и поэтому звук такой легкий. А башкирская думра, она более такая тяжелая, там струны потолще обычно ставят. Поэтому кылкубыс казахский тоже. Да, по приезду в Уфу я понял многое о думре, потому что так как сам увлекаюсь и думрой, и гитарой, и классической гитарой. И теперь набрался, взял пару уроков, пару фишек мне показали думристы, за что им спасибо огромное. Теперь использую это в своей игре тоже. Своего рода мастер-классом стало для участников Актюбинского джазового форума яркое выступление гостей оркестра под управлением Ярослава Сапожинского из города Тольятти и пианиста, композитора и аранжировщика Майка Дельфера. Гордость Голландии, он своим творчеством охватил, кажется, все разнообразие жанров. Музыкант помногу путешествует по миру и экспериментирует с национальной музыкой тех стран, где гостит. Его концерты состоялись уже в более 90 стран, и в любом уголке мира его считают своим. Нетрудно представить, что творилось в Казахстане во время его выступлений, где развитию национального искусства и культуры уделяется важное, можно сказать, стратегическое значение.
Мне очень понравился голландец, потому что у него своя определенная какая-то музыка, свое видение музыки. Его композиции на самом деле очень сильно затронули меня. Мне очень понравилось. Москвичи замечательные ребята вообще, очень тоже высокий у них уровень. США есть США, это у них как-то тоже все по-своему, ближе к корням. Все были по-своему замечательны. Но главное для всех участников October Jazz 2011 – это общение. Джазовый дух, атмосфера – все это придавало радостного вдохновения. К тому же Актюбинская встреча – это обмен опытом, информацией, интеграция и взаимообогащение культур. Для наших ребят было очень интересно, как играют казахи, кыргызы, узбеки. У них самобытная культура, свои традиционные направления, интересный подход. А главное своеобразие фестиваля в том, что многие музыканты в своих выступлениях использовали национальные инструменты, чего, к сожалению, мы не могли, признается руководитель коллектива Happy People Артур Гимаев. А если представить нас, к примеру, с кураем, думаю, для казахской публики и зарубежных гостей это было бы интересно, отметил музыкант. Ведь нам было интересно и увлекательно, как интегрировали казахи, кыргызы и узбеки свои думбры, кубызы, дутары, подытожил Артур Гимаев. Уважаемые телезрители, сегодня мы рады представить вам телевизионную версию фестиваля, международного фестиваля джазовой музыки October Jazz 2011 с участием лучших представителей современной башкирской джазовой школы. Приятного всем просмотра!
джазе музыку не исполняют, ее творят. Вместе с вами джаз творила группа Art West, город Актобе.